Дата проведения пресс-конференции выбрана не случайно. Ровно 3 года назад, 14 июня 2021 года, указом президента Аслана Бжани в Абхазии впервые была учреждена должность уполномоченного по правам ребенка. Аппарат является одной из важнейших политических инноваций нашего государства в области Института охраны детства. За 2023 год на имя омбудсмена поступило 65 обращений. Больше всего заявлений поступало из Сухума, меньше всего из Гала. За отчетный период более чем на 70% от общего количества обращений удалось успешно завершить и восстановить ребенка в его законных правах. В процентном соотношении, если анализировать, получается 44,9% заявлений они были связаны с фактами насилия в отношении несовершеннолетних. Это и физическое, и сексуальное, и психологическое насилие. 33,3% заявлений были связаны с нарушением права любого ребенка жить и воспитываться в семье, общаться с родственниками. 8,7% заявлений были связаны с отсутствием у несовершеннолетних документов, удостоверяющих их личность. 7,2% заявлений были связаны с нарушением права ребенка на получение образования. 5,8% заявлений были связаны с нарушением получения и обеспечения от родителей. Это алиментные обязательства. Мактина Джинжоля отметила, что разрешить все просьбы заявителей не удалось ввиду наличия в республике системных проблем в Институте охраны детства. К примеру, отсутствие единого банка данных о детях, которые нуждаются в опеке, отсутствие единой базы опекунов, отделение для несовершеннолетних в Республиканской специализированной психиатрической больнице, бюджетного учреждения Республиканского кризисного центра для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Больше всего заявлений поступило от государственных структур республики. Специалист защиты социальных прав ребенка Николь Шамба подробно рассказала о взаимодействии аппарата с государственными структурами, в частности, с рядом министерств. У нас идет активное взаимодействие со службой социальной поддержки детей и семей, которая также подведомственна Министерству социального обеспечения. Хотелось бы отметить, что именно от этой службы нам поступило и наибольшее количество сигналов о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этапах взаимодействия и достигнутых результатах сотрудничества с Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия рассказала юрист аппарата Екатерина Ляховецкая. 6 марта 2023 года была осуществлена рабочая встреча с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львовой-Беловой Марией Алексеевной. В ходе данной встречи стороны подробно обсудили этапы совершенствования имеющихся механизмов защиты прав несовершеннолетних граждан Российской Федерации и Республики Абхазия в рамках имеющегося меморандума, а также пришли к следующим договоренностям. Первое – это ознакомление с опытом работы опеки и попечительства в Российской Федерации. И второе – это организация перевозки медицинского оборудования для проведения медицинских операций на базе детской республиканской больницы города Сухум. Продолжительное время из-за отсутствия профессионального операционного ортопедического стола проводить высокотехнологичные операции на базе республиканской детской больницы было невозможно. В связи с чем вынуждены были направлять несовершеннолетних в медицинские центры России, Армении, хотя местные специалисты вполне могли проводить аналогичные операции. Российская сторона выразила свою готовность в оказании поддержки в приобретении и перевозке ортопедического стола для республиканской детской больницы. По данным Минздрава, в Абхазии выявлено более 870 детей с инвалидностью. При помощи данного медицинского оборудования уже были проведены более 60 успешных операций. В рамках пресс-конференции рассказали и о соблюдении прав несовершеннолетних, находящихся в местах принудительного содержания. Несовершеннолетний осуществил действие по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления несовершеннолетний был задержан и направлен для содержания в изолятор
временного содержания отдела внутренних дел по Очимчирскому району. Далее, 12 июня 2023 года в Очимчирский районный суд органам предварительного расследования было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего. Учитывая экстраординарный характер ситуации, данный сигнал был принят в производство аппарата уполномоченного по правам ребенка. Омбудсмен посетила несовершеннолетнего. Беседа проходила в присутствии педагога, психолога и адвоката. Жалоб уполномоченному со стороны несовершеннолетнего не поступило. Однако было выявлено грубое нарушение, а именно на момент посещения несовершеннолетний содержался в одной камере совместно со взрослыми подозреваемыми. В ходе беседы Мактины Джинджоля с начальником ИВС нарушение было устранено. В дальнейшем было установлено, что несовершеннолетний имеет определенное психическое расстройство. Однако в специализированной психоневрологической больнице на тот момент не было ни одной палаты, в которую можно было поместить несовершеннолетнего. В связи с этим со стороны государства было выделено определенное количество финансовых средств, и в связи с этим несовершеннолетний был помещен в нее. 55 подростков совершили уголовные преступления за последние 5 лет. По словам юриста аппарата детского омбудсмена Назифы Ломи, на статистику влияют нерешенные системные проблемы, отсутствие детского отделения в психоневрологической больнице, пробелы в законодательстве, отсутствие исправительно-трудовой колонии для несовершеннолетних, где должна вестись комплексная работа по перевоспитанию. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.